Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о гендерном равенстве, о поддержке женщин в нашей стране и, в частности, о проектах, которые способствуют расширению прав и возможностей женщин в Таджикистане. Заранее прошу прощения за посторонние шумы, потому что ремонт наших соседей никто не отменял, ну а мы тем временем приветствуем нашу гостью. Сегодня у нас в гостях эксперт по гендерным вопросам Вилаят Мирзоева. Добро пожаловать! Вилаят Маджидовна, наверное, для начала предлагаю пояснить простым языком, что такое гендер, чтобы не было подмены понятий, потому что для кого-то пол и гендер – это в принципе одно и то же. К сожалению, да, получается так, что очень многие так и понимают, что гендер и пол – это одно и то же. Но вот есть специальные тренинги, которые я сама также провожу, и многие другие наши специалисты по гендерным вопросам. Это далеко не одно и то же. Пол – это чисто биологический пол, мужской и женский. А гендер, он обозначает положение женщин и мужчин, но в различных социальных сферах, в общественной жизни, то есть в области культуры, в области сельского хозяйства, политики и так далее. Если говорить очень простым языком. То есть это какой-то социокультурный отпечаток, нормы, роли? Определенно, определенно. И вот мы, кстати, между прочим, в 90-е годы мы сделали один гендерный словарь, как раз я была там редактором. Вот сейчас мы готовим совершенно новый, потому что жизнь совершенствуется, развивается, и вместе с ним развиваются также различные понятийные аппараты, скажем так. И вот сейчас готовится к публикации новый гендерный словарь. А словарь на каком языке будет? А словарь будет на 2 языках. Я его подготовила на русском языке, но он вот ждет перевода на таджикский язык и будет готов скоро до публикации. Отлично. Спасибо. Я уверена, что там будет такой термин, как гендерное воспитание. Потому что, это важный момент. Если посмотреть на то, как традиционно воспитывают мальчиков и девочек, то, естественно, там достаточно такая большая, ощутимая разница. В мальчиках мы, как правило, лидерские качества воспитываем, учим принимать такие ответственные волевые решения, а в девочках мы поощряем такую покорность, скромность, не всегда учим отстаивать свои границы. Вот вы как эксперт наверняка можете сказать, как это отражается на дальнейшей судьбе этих людей. Вы знаете, далеко не будем ходить. И даже экспертизу надо делать, потому что наша жизнь, она показывает уже, насколько вот эти традиционные, наши традиции, наши гендерные стереотипы, как мы говорим, они как раз-таки очень много влияют на положение мужчин и на положение женщин, на положение мальчиков и на положение девочек. Это 100%. Вот ту покорность, о которой вы говорите, это как-то на самом деле уже у нас, наверное, скармливается с молоком матери. Но, слава богу, прогресс идет. Гендерная политика государства уже на государственном уровне, она очень много направлена именно на воспитание мальчиков и девочек, скажем так, в правильном русле, потому что мне, например, очень нравится этот закон о равной ответственности отцов и матерей за воспитание детей. Это уже говорит о том, что... Потому что вы знаете, каждый раз мать ответственна за воспитание детей. А почему только мать? А отец тоже должен принимать очень активное участие в воспитании мальчиков и девочек. И, в принципе, неспроста, например, когда я начинаю свои тренинги, тоже я начинаю с практики, провожу блиц-опрос. Кто должен, скажем, например, менять подгузники? Я, к примеру, говорю. А кто должен там смотреть за ребенком? Или кто смотрит? Даже не должен. Потому что слово «должен» он к чему-то обязывает. А мне кажется, что это должно быть изнутри, это должно быть в крови каждого родителя, будь то это мать или отец. Поэтому вот эта покорность, о которой вы говорите, я уже сказала о гендерной политике, которая государственной, о том, что очень многие международные организации, очень многие общественные организации, которые я сейчас тоже представляю, мы работаем по улучшению лидерских качеств этих девушек. И вы знаете, мне настолько было приятно, буквально вчера мы участвовали с Гульджон Бабоевной Бабасадыковой на форуме молодежи, и столько молодежи, и молодежи из числа девушек, у которых глаза горят, и которые делают очень интересные стартапы, очень интересные проекты, вовлекая других девушек в свою работу. Это означает, что число этих девушек с лидерскими качествами возрастает. Плюс ко всему, я должна сказать, что свою роль, скажем,
Так, играет также и как бы существование, так сказать, многих гендерных экспертов. Просто я замечаю, это мое личное как бы мнение, я замечаю, когда разговариваю с людьми, очень много сейчас представляют себя гендерными экспертами, ну, не очень хорошо, скажем так, понимая сущность вот этих гендерных вопросов. И поэтому мне кажется, что очень, как бы сказать, негативно это отражается даже на отношении многих мужчин к гендерным вопросам, потому что они говорят, гендерные вопросы – это женские вопросы. Нет, абсолютно нет. Гендерные вопросы – это абсолютно не женские вопросы. Я вас представила как эксперта, и, наверное, многим интересно узнать, откуда эта экспертность появилась. Надо будет далеко-далеко заглядывать, но я попробую. Дело в том, что так получилось, что в советское время я же училась, да, и, в принципе, вопросы, как бы, когда я училась, уже была студенткой факультета иностранных языков в Госпединституте, тогда он не был государственным педагогическим институтом, я уже тогда как бы руководила клубом «Подружка», то есть активно занималась в общественной жизни. А потом так получилось, что после окончания я вынуждена была поехать за мужем в Ригар, в Турсунзаде теперешний. Вот, там тоже работала в отделе народного образования, но опять-таки там тоже занималась активно общественной работой. И по возвращении из Турсунзаде в Душанбе работала в Министерстве образования Республики Таджикистан, меня просто перевели туда, где также была, как бы, активно занималась и общественной работой, работала на различных как бы, должностях там. В 1995 году, это так получилось, впервые был создано бюро «Женщины в развитии», причем при активной поддержке Бозгуль Дотхудоевны Дотхудоевой, вице-премьера тогдашнего, и при поддержке ПРООН. Вот тогда как бы мы вышли совершенно на другую арену, потому что по результатам конкурса, который проводило правительство вместе с ПРООН, я была назначена директором этого бюро «Женщины в развитии», и моей помощницей, и, кстати, по сей день уже столько лет прошло, Дилуром Хайдарова, сейчас мы вместе работаем в этом проекте по ШГА, по школе гендерных активистов. Вот тогда мы начали уже серьезно заниматься гендерными вопросами. Если честно говорить, да, иногда говорят гендерные вопросы. Это вопросы положения женщин и мужчин, если так взять. Просто терминология совершенно вот как бы другая. И мне очень приятно, что от 1995 года и до сегодняшнего времени, да, потому что у нас были даже курьезные случаи, когда вместо гендер писали тендер, даже иногда исправлял киндер, Word. это была журналистика даже представители и СМИ. Но сейчас посмотрите, на какой официальный уровень вышли все эти гендерные вопросы. Мы сейчас ни один проект донорских организаций или партнеров по развитию, как мы называем, не идет без гендерного компонента. Это must, как говорят англичане. Мы отчитываемся, я говорю, правительство Республики Таджикистан, каждые 4 года они должны отчитываться перед комитетом СИДО по выполнению вот этой конвенции о предотвращении всех форм насилия, дискриминации в отношении женщин. Общественные организации готовят свои альтернативные отчеты. То есть, как бы вот это здорово. И я радуюсь, почему? Потому что, несмотря, так сказать, на мои 18 лет, есть с чем сравнивать, что было и как сейчас становится. И в этом, на самом деле, должны и помогают нам различные уже государственные структуры. И когда говорят, что и показывают, что вот женщины готовят, женщины шьют и так далее, если это поставлено действительно на хороший уровень, и это приносит доходы, это очень хорошо. Но если это как бы для домашнего обихода, то я думаю, что это как бы тоже даже не стоит об этом говорить. Почему? Что будет завтра? Если мы сейчас женщин только будем обучать кулинарии, если женщин мы только будем обучать швейному делу. Надо же вводить какие-то новые технологии, новые подходы. И я думаю, что не случайно вот тема действительно глобальная тема Международного женского дня, она была связана именно с цифровой Digital All, называется, и которая поставлена на развитие гендерного равенства. И причем не только в Таджикистане, это глобальная тема.
Но в любом случае в обществе периодически остаются вот эти вот установки, это женская профессия, это мужская и так далее. Основа, она все-таки идет из семьи, да, именно там человек формируется, развивается, учится ценить, любить друг друга, уважать. Успешный человек, счастливый человек создает счастливую семью, счастливая семья, счастливое государство в идеале. Но в любом случае мы сталкиваемся с тем, что вот на чаше весов вот здесь вот вроде как экспертное мнение, а здесь традиционный устой воспитания. Вот как нормализовать, как отрегулировать эти весы? Ну, дело в том, что на самом деле стереотипы – это такая вещь, над которой нужно работать даже не годами, скажем так. Но мы же идем постепенно идем и добиваемся изменений. А почему везде наши общественные организации, они выступают за то, чтобы мы действительно начинали свою работу с детского сада, с семьи? И вы знаете, вот прям хочется даже вот рассказать про некоторые инициативы, которые действительно помогают менять мышление, скажем, даже учащихся на младших курсах, работать с родителями в этом плане. Далеко не буду ходить. Один из примеров, когда общественная организация «Гендер и развитие» в рамках проекта, опять-таки, ООН «Женщины», вот этой первой фазы спотлайта, мы выделили 6 грантов. Сразу скажу, что ни одна общественная организация «Гендер и развитие» работает. Мы всегда работаем в партнерстве с коалицией общественных организаций от равенства юридического к равенству фактическому. Мы очень активно работаем с консультативной группой НГО или общественных организаций, которая создана при этой программе. И мы, в общем-то, всегда в партнерстве с нашими общественными организациями работаем. Я к чему веду? Потому что они были все члены отборочных комиссий. И вот один из проектов, он действительно заслуживает очень такого особого отношения, когда наши сказки, они были адаптированы. И с гендерной точки зрения такие обсуждения шли. Если бы вы участвовали, я вот просто была и в Яване участвовала, и в Душанбе участвовала на обсуждениях. И у нас есть уже опубликованы эти сказки. Кстати, Министерство образования и науки Республики Таджикистан заинтересовалось, и мы выделили им тоже энное количество экземпляров для распространения. И когда вот эта молодежь, учащаяся первых-четвертых классов, они уже говорят: ой, мы действительно должны помогать своим сестренкам. Девчонки тоже могут вкладываться. Мы провели первое общее собрание общественных организаций, которые подписали меморандум о том, что присоединяются к сети «Жизнь без насилия» называется. Вот представьте себе, то есть в рамках вот того первой фазы проекта совершенно неожиданный был результат, когда сами общественные организации приняли решение о создании вот отдельной сети «Жизнь без насилия» она называется. И вот на сегодняшний момент я так рада, что 52 организации стали членами этой сети. То есть я думаю, что вместе мы действительно сила. И это наш лозунг специальной группы, которую мы создали, где собираются наши гендерные эксперты. Вилаят Маджидовна, вы сегодня, в принципе, уже несколько раз коснулись так или иначе этой темы, когда говорят, гендерное равенство подразумевают что-то, что касается женщин. На самом деле это касается всех, и про преимущества женщин, про плюсы, да, гендерного равенства, наверное, говорить не стоит, потому что они всем и так ясны. Что получает мужчина от гендерного равенства в обществе? Хороший вопрос. А мужчина, он много получает. Вот если у него же... Вот знаете, вот просто практические какие-то случаи давайте возьмем. Есть различные семьи, есть семьи, где очень много мигрантов выезжают. Это тоже вот одни из этих вопросов. Женщины остаются одни. Если женщина, скажем, имеет хорошее образование, а я всегда говорю, что вот 3 столпа – это образование, информированность и доступ к экономическим ресурсам. Это, мне кажется, что 3 вот таких вот кита, скажем так, на котором может построиться вот это вот достижение фактического равенства. И если в семье, скажем, женщина образованная, женщина имеет какие-то источники финансирования, жизнь в этом семействе же лучше будет. Отличного напарника, вот я иногда хочу выразиться именно этими словами, мужчина получает надежного помощника в плане даже улучшения материальной выгоды,
Но есть разные семьи, и мы сейчас вот однозначно, я не могу сказать. Скажем, есть мужчины, которые очень хорошо зарабатывают и хотят, чтобы их жены сидели. Но ведь эти женщины, эти жены, как бы, они не думают, что может быть дальше. Есть непредвиденные случаи. Скажем, на моей практике было очень много случаев, когда, например, она остается с детьми, когда с мужем что-то случается, муж уходит в другую семью, скажем так. Это Разные тоже ситуации, наша да. жизнь. Да. Или что-то случается, скажем, трагическое с этим мужем, который вот очень хорошо обеспечивал. То есть я к чему веду? Чтобы мы были готовы ко всем случаям в нашей жизни. Лично мне на иждивении кого-то как бы неприятно. Мне, например, очень много лет, но я до сих пор хочу быть независимой, Финансово, самостоятельной. Да, и несмотря на то, что у меня очень хорошие дети. Скажем, я могу себе позволить сидеть дома и все. Но это вот такой нюанс, который вот должна быть искорка у каждой женщины, чтобы она была независима ни от кого. Но независимость, опять-таки, наши женщины некоторые понимают совсем по-другому. Понимаете? Вот именно в правильном понимании независимости, не то, что там, я сама зарабатываю, ну, скажем так, типа ты мне не нужен, ты этот и так далее. Нет, 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 в семье должны быть действительно семейные ценности, уважение к друг другу, понимание, поддержка. Вот мне кажется, что так. И только когда есть уважение в семье, мне кажется, тогда, может быть, это и семья благополучная. И детям будет хорошо. Вы сейчас сказали про образование, про возможность достижений, да, экономические какие-то моменты. И я знаю, что коалиция Wage в этом плане, да, она помогает в расширении, так скажем, прав, возможностей женщин в нашей стране, и предпринимательские вот эти вопросы тоже покрывает. Можете немного рассказать о ней? Ну, конечно, могу. Конечно, могу и постараюсь рассказать, потому что, в принципе, даже со дня... Хочу сказать, что вот этими вопросами занимается много очень организаций, да, включая, скажем, очень хорошую рабочую группу, которая создана при Госкомитете по инвестициям. Очень активно они работают, просто замечательно. Ну, знаете, что он женщины работает, и АБР работает, и многие другие ООНовские организации тоже занимаются гендерными вопросами и продвижением прав женщин. Вот одна из этих организаций Wage, я просто хочу особо отметить, во-первых, активность самого руководителя. Настолько мне МОГРУ нравится, она такая энергичная, и она старается как бы объединить усилия всех организаций, направленных на равноправие женщин и мужчин и поддержку предпринимательства. И я рада, что наша организация, скажем, и я сама тоже являюсь одной из членов этой сети, созданной Wage. Там 21 организация, и активно мы участвуем на всех онлайновых тренингах, обсуждениях и так далее. И особо, конечно, вот значимый очень шаг – это разработка рекомендаций, которая бы поддерживала женское предпринимательство. Ну, я человек такой, что очень, имела, скажем, более 10 лет работы в ООН женщины, и тоже же в наших проектах были очень интересные проекты по социальной мобилизации женщин, да, обучению их, созданию условий для того, чтобы они открывали свои собственные предприятия и так далее. Но вот сейчас вот как бы мы вместе, эти члены сети, разработали рекомендации, и буквально вот была недавно презентация этой повестки женского предпринимательства. Вы знаете, как это здорово, когда правительство поддерживает вот эти инициативы, и очень здорово, что Европейский банк и другие организации, они тоже активно участвуют вот в этом. Но Wage, вот в силу, наверное, того, что там собраны на самом деле самые такие активные организации, которые занимаются не только теорией, но и развитием практического предпринимательства и поддержкой, я думаю, большой вклад внесли в развитие вот женского предпринимательства. А вот те Я не рекомендации, думаю даже, я уверена. вот те рекомендации, о которых вы сейчас говорили, они на самом деле поддерживаются сейчас на государственном уровне? Да, они включены вот в женскую повестку предпринимательства. Вот презентация совершенно недавно была, к сожалению, я не смогла участвовать. А вот среди всего спектра этих рекомендаций, какие бы вы выделили как особенные? Банки должны микрофинансовые, и вообще банки, они обеспечивают льготами для женщин-предпринимателей. Хотя есть мнение такое, что все же равны,
почему женщины должны Особые иметь условия, какие-то льготы. К сожалению, не у всех женщин есть, скажем, залоговые вещи. Имущество не на всех на них, на многих нет, это мы с вами хорошо знаем. Обычно все вот на супруге, да. Но в силу многих причин женщинам все-таки нужны льготы на первоначальном этапе. И вот это как бы предусмотрено. Для меня кажется это... Ну и, конечно, вопросы информирования, вопросы повышения квалификации, потому что, ну, не все, скажем, рождаются бизнес-вумен, бизнес-женщинами. С этой жилочкой, да? Но иногда даже жизнь сама заставляет как бы нам заниматься каким-то видом деятельности для того, чтобы как бы идти дальше. А для этого нужны знания, опять-таки. Вот как-то совершенно много лет тому назад на одной из встреч с постоянным координатором ООН и журналистами говорили о диханских фермерских хозяйствах, возглавляемых женщинами, и я до сих пор, хотя много лет прошло, я вспоминаю вопрос одного журналиста. А что женщины, типа специалисты в сельском хозяйстве? Я потом вынуждена была сказать, а что все мужчины специалисты в сельском хозяйстве, которые руководители диханских фермерских хозяйств? Понимаете, вот это опять-таки вот это вот стереотипное мышление. Вот мы должны вот это вот поломать, и мне кажется, потом все у нас будет хорошо. Тем более, что сейчас на самом деле уверенными шагами мы идем к тому, чтобы как бы достичь вот этого гендерного равенства. И потом совершенно простой, на мой взгляд, и мне кажется, что все это поймут. Вот у нас мужчин, ну, мы поровну, да, 50%, грубо говоря, и 50% женщин, 50% мужчин, хотя по официальной статистике женщин чуть-чуть меньше. Но почему, скажем, мы получаем, и страна получает как бы благо от трудоспособного мужского населения, но мы же тоже можем вложиться в развитие и семьи, и общества, и в целом страны, потому что вторая половина тоже должна иметь шанс на реализацию своих возможностей. Вот про возможности это еще отдельный вопрос. Абсолютно верно, и мне очень понравился, очень импонирует этот слоган «Вместе мы сила». Это правда здорово, и огромное количество сейчас, да, разных организаций объединяется для этого, но все-таки каждый, наверное, человек может начинать с себя. Какой, наверное, главный совет вы можете дать нашим зрителям для того, чтобы вот достичь этого уровня гендерного равенства, который будет полезен, в принципе, всем? Просто нужно поставить цель и идти мелкими пусть шагами, но к достижению этой цели. И потом, если достигнешь этой маленькой цели, я уверена, будет еще цель побольше. Мне так кажется. Спасибо большое. Спасибо.